Утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре вторник, 21 ноября. Задать вопрос Ивану Яковлеву. Такая возможность есть у гостей международной выставки форума «Россия». На стенде нашего региона представлен холобок с 3D-голограммой чувашского просветителя. Как говорят Минэкономразвития региона, подобного проекта в стране еще не было. Разработчики трудились над ним 3 недели. Причем программисты не просто воссоздали образ Ивана Яковлева, но и наделили его возможностью двигаться. Чтобы достичь максимальной реалистичности, к работе подключили историков, представителей Национальной библиотеки и Национального музея. Так что гости нашей экспозиции могут буквально пообщаться с создателем чувашского алфавита. Скажи, пожалуйста, рецепт шурпе. Шурпы? Я не знаю. Вот рецепт шурпы. Возьмите говядину, нарежьте ее кубиками, добавьте лук, морковь, картофель, томатную пасту, специи и варите на медленном огне до готовности. В чебоксарских школах и детских садах реализуется более 30 масштабных муниципальных проектов. В них принимают участие 177 учреждений и около 100 тысяч детей. Большое внимание уделяется молодым учителям, их профессиональному становлению. В Чебоксарах более 10 лет реализуются проекты «Школа молодого педагога», «Школа классного руководителя». На подготовку высококвалифицированных специалистов нацелены и школы будущего руководителя. Для привлечения педагогических кадров в учреждения образования 2021 года работает проект «Предуниверсарий». Каждую неделю школьники посещают занятия в университете, чтобы погрузиться в студенческую жизнь. Детей также приобщают к историческому наследию родного края. В этом помогают проекты «Культурное наследие Чувашии», «Заботливые и бережно храним» и «Живые уроки». Немаловажную роль также играет организация сбалансированного питания в школах и детсадах. Полноценное сбалансированное горючее питание в школах и детских садах города – это основа здоровья подрастающего поколения. В детских садах и школах города реализуются муниципальные проекты «Здоровые дети, счастливые родители», «Здоровое питание глазами школьников», «Завтрак с директором». Определены финалисты открытого конкурса «Мастер коммуникаций». Ими стали 50 специалистов из 32 регионов страны. Участников очного этапа определили по сумме баллов за тестирование на знание основ связи с общественностью, а также за показатели упоминаемости организаций, которые они представляют в СМИ и соцсетях. Победители объявят 7 декабря в Чебоксарах. По итогам конкурса будет сформирован топ-50 мастеров коммуникации страны. Осенняя пора – это время простуд, когда организм особенно нуждается в витаминах и полезных элементах. В большом количестве они содержатся в дарах моря. В МТВ-центре работает выставка «Икра и рыба камчатская», где можно выбрать деликатес по вкусу. На выставке представлены самые разные виды рыбы – от палтуса и белорыбицы до королевской белуги, тунца, омуля и королевы лососевых чевычи. Кроме того, можно попробовать красную икру. Дальневосточная рыба всегда славилась полезными элементами. В ней содержится большое количество легко усвояемого белка, магния, фосфора, витамина D и омега-3. Вся рыба легко подлежит заморозке, что особенно актуально для тех, кто уже начинает готовиться к празднованию Нового года. Всех ценителей полезного и вкусного продукта ждут на 5-м этаже торгового комплекса МТВ-центр. Выставка будет работать до 25 ноября включительно. Сегодня отмечается Всемирный день приветствий. Отличный повод для дружеских рукопожатий, радостных эмоций и хорошего настроения. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия».